Андрей Пьянковский. Здравствуйте, Андрей, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Дэр. С прошедшим днем рождения. Ой, спасибо большое. Рад видеть вас в добром здравии и хотел бы услышать вашу свежую, прямо эксклюзивно для канала АТР, для наших зрителей, оценку того, что сегодня произошло в Государственной Думе Российской Федерации. Вот сегодня исторический день. В будущих учебниках истории будет написано, что 10 марта 2020 года государственный преступник Путин официально провозгласил себя пожизненным верховным правителем России. Вы думаете, что его можно уже считать пожизненным, а то, что он это делает через поправки к Конституции, через Конституционный суд, через референдум, вот простой вопрос, зачем он это делает? Почему нельзя собраться в этой Государственной Думе и просто объявить его царем, государем, там, я не знаю кем? Зачем эти пляски, для кого? Ну, практически это сегодня и произошло. Самым грубым способом они обнулили Конституцию. Но это же не первый его такой подвиг. В 2012 году он воспользовался жульнической интерпретацией словечка «подряд» в Российской Конституции, которая запрещала более 2 сроков. Теперь он всю эту конституционную реформу затеял ради вот этого. А вот у нас новая Конституция, да, она дает мне новые полномочия. Я как честный человек теперь должен получить у вас, значит, новое одобрение уже на эти полномочия и на 2 раза снова. То есть 4 остававшихся ему года он заменил сейчас на 16. Но он надеется долго жить. Ну и, кстати говоря... Власть его теперь не... Власть его ограничена только словом «пожизненный». Вот это Господь Бог ему ведь не может отменить ограничения. Значит, если остался единственный способ брать его с трона, это ограничить его жизнь. К сожалению, так. Но ограничить его жизнь можно, например, как была ограничена жизнь Советского Союза, например, через нефтяные эмбарго или там, падение цен на нефть и так далее. Вот мы сейчас наблюдаем серьезное падение цен на нефть, но, как говорят эксперты, все-таки не катастрофическое для России путинской, с ее запасами, там, с ее жирком вот этим с 2000-х годов набиравшимся. Как вы оцениваете глубину этого кризиса и может ли он как-то повлиять на режим в России? Нет, но экономические проблемы России – это не цена на нефть. Экономические проблемы России – это правящая в ней клептократия, отсутствие частной собственности, ведь вся собственность условная зависит от вашего административного ресурса, будь вы руководитель нефтяной компании или продуктового ларька. И в этой атмосфере невозможно никакое развитие, никакие инновации. Эта экономика обречена. Та или иная цена на нефть ускоряет только процесс деградации российской экономики. И вот эта новость сегодняшняя о объявлении Путина себя пожизненным правителем, она благая новость. Она ускоряет темпы распада Российской империи, ну тем более для угнетенных народов, для крымско-татарского народа. Ясно, что вопрос Крыма и Донбасса, восстановления украинской территориальной целостности будет после падения Российской империи. И Путин очень упорно работает в этом направлении. Вот вы напомнили тот нефтяной кризис. Тогда его сознательно создали американцы и саудиты, чтобы обрушить Советский Союз. А сейчас создала глупость Путина. Ему почему-то захотелось наказать американцев сланцевиков, обрушить их сланцевую нефть. Но если даже это ему удастся, хотя тут масса вопросов, то для Америки это экономический вопрос, я не знаю, там, 100-й важности. Она не зависит от экспорта нефти. Более того, я вам скажу, что американцы, несмотря на все свои упражнения со сланцами, они сейчас импортер нефти. Так что, в принципе, для экономики в целом понижение цены на нефть на пользу играет Америке. Тем более понижение бензина для
Трампа в избирательную кампанию. А для России это очень тяжело, потому что нефть и газ – это основной источник. Ну и в последнее время как раз усиливалась такая серия самоубийственных шагов, как в экономике, так и в политике, в войне. В Сирии Путин ввязался теперь уже в гибридную войну с Турцией, которая грозит перерасти в настоящую. И турки очень наглядно ему продемонстрировали технологическое превосходство турецкой армии. И вот этот визит Эрдогана в Москву, которую московская пропаганда представляла как унижение Эрдогана, особенно демонстрируя вот эти гопнические замашки путинские, когда он заставил Эрдогана ждать стоя в предбаннике 2 минуты. Это было последнее предупреждение Эрдогана. Он поехал для того, чтобы в следующий раз сказать, что я сделал все для мира. Любая попытка снова бомбить Идлиб или продвигать туда асадовских бандитов будет очень резко встречена в Турции. Ну, в Гааге открылся процесс над людьми, убившими 160 пассажиров малазийского Боинга. То есть такое кольцо сжимается вокруг путинского режима. Андрей, скажите, пожалуйста. И вот это, взяв на себя функции верховного правителя, он только акцентировал и подчеркнул свою ответственность за все эти вещи.